Якутске завершились 6-е международные спортивные игры «Дети Азии». Массовый танцевальный флешмоб под хиты рэпера L1 «Якутяночка» уже стал мейнстримом. 15-тысячная трибуна танцевала якутский танец прямо на своих местах. Церемония закрытия игр началась с триумфального шествия чемпионов и призеров соревнований, на чьих лицах сияла улыбка, а грудь украшали золотые, серебряные и бронзовые медали. Всего в играх участвовало более 2000 спортсменов из 35 стран Азии, 3 федеральных округа, 2 региона России и города Москвы. Впервые приняли участие представители Афганистана, Йемена, Непала, Шри-Ланки, Бахрейна, Катара, Пакистана, Саудовской Аравии, Бангладеш, а также приехали отдельные команды из древней Олимпии и Гайнека. Побывав на церемонии открытия игр «Дети Азии», мы были восхищены ее красотой и гармонией. Это театрализованное представление было потрясающим. В спортивных соревнованиях игры «Дети Азии» наши спортсмены завоевали золотую и серебряную медали по стрельбе из лука и пулевой стрельбе. Сейчас у нас возникло большое желание организовать игры «Дети Азии» и у себя в стране. 2 недели Якутск был свидетелем побед и поражений. Будущие чемпионы Олимпийских игр боролись по 22 видам спорта. Для многих спортсменов игры «Дети Азии» стали трамплином для будущих побед. Каждый из них теперь мечтает завоевать олимпийское золото. Ведь многие участники соревнований поедут на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Было очень интересно, захватывающе и очень много опыта получил вследствие соревнований. Соревнования на высшем уровне намного лучше, чем на первенстве Европы и мира, России тем более. Мы впервые участвовали в программе ваших якутских прыжков. Наши спортсмены принимали участие, но извините, мы там тоже были первыми, маленько выиграли. А так, в принципе, все, организация нас все устраивает. Все было здорово, ребятам понравилось, масса впечатлений, масса приятных моментов, то есть спасибо вам большое. Меня зовут Савелий Петров, мне очень понравились игры, было все оформлено очень хорошо и все мне очень понравилось. А в каких соревнованиях ты принимал участие? Я приехал со своей командой по баскетболу, мы заняли 2-е место. Было тяжело, но мы справились, выиграли. По дзюдо я проиграл, и я тренировался, и я выступал на кураж и выиграл соревнование. Как тебе игры «Дети Азии»? Очень красиво, мне здесь нравился. Председатель регионального отделения Паралимпийского комитета Республики Николай Дегтярев отметил, что для юных ребят с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением слуха и речи игры «Дети Азии» являются единственной возможностью принять участие в соревнованиях международного уровня. В нынешних играх ребята показали отличный результат, завоевав 19 медалей по пауэрлифтингу и вольной борьбе, 6 из которых золотые. Знаем, что для взрослых ведется и паралимпийские игры, и Олимпийские игры, но вот для детей, к сожалению, пока таких начинаний только у «Детях Азии». Все время отдельно проводятся спартакиады, но это, конечно, для детей очень важно, чтобы был международный уровень. Очень хочется, чтобы из этих ребят вышли и паралимпийские, и суболимпийские чемпионы. Нынешние международные соревнования стали рекордными не только по количеству стран, но и по показателям. Так, в соревнованиях по пулевой стрельбе спортсмен из Армении установил новый рекорд за всю историю игр «Дети Азии», набрав 208 баллов. На соревнованиях по легкой атлетике было установлено 8 рекордов на разных дистанциях в беге и в 2 видах якутских прыжков. Сибирский федеральный округ, уверенно стартовав с первых дней спортивных баталий, сумел удержать свои лидирующие позиции и в общекомандном зачете стал абсолютным чемпионом, завоевав 49 золотых медалей. На 2-м месте сборная Якутии 27 и на 3-м месте Казахстан 25 медалей высшей пробы.
Во время церемонии закрытия юношеских игр флаг детей Азии торжественно был передан будущему хозяину соревнований, серебряному призеру Олимпиады в Пекине по боксу, герою Монголии Пурверджину Серденба. Стоит отметить, что Монголия достойно выступила на этих играх, заняв 5-ю строчку рейтинга в командном зачете. Я участвовал в соревнованиях по дзюдо в весе до 50 килограмм, выиграл золотую медаль. Конечно, меня это очень радует. Через 4 года в моей стране пройдут игры «Дети Азии», и я надеюсь, что они будут такими же красочными, как и здесь, в Якутске. С 2020 года впервые за 20 лет игры «Дети Азии» начнут свое путешествие по азиатским странам. Именно в столице Монголии Улан-Баторе пройдут 7-е игры «Дети Азии». Как любой другой проект, для того, чтобы он развивался еще дальше, становился сильнее, мощнее, мне кажется, он должен выйти за пределы родных стен. Вот. Это новые возможности, в том числе и для наших спортсменов. Но через игры они вернутся в Якутск уже возмужавшими и более таки окрепшими. В 2020 году впервые примет участников 7 международных спортивных игр «Дети Азии». Обратно в Якутию игры будут возвращаться каждое четное число. И следующие соревнования Якутск будет проводить уже через 8 лет. А через 2 года в России могут провести уже зимние игры детей Азии. В списке претендентов на право принять зимнюю эстафету числится Южно-Сахалинск. Мы будем надеяться, что через 4 года в Монголии, в Улан-Баторе очередные, уже 7-е международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с таким же масштабом и с такой же хорошей организацией. Надежда Ефимова, Николай Необутов, ЕСЯ.